Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Аллела Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Начать жизнь с чистого листа. Жители, пострадавшие от наводнения, заселились в свои новые дома. Новоселов поздравил Рамзан Кадыров. Легкая промышленность. Здесь установлены десятки единиц современного автоматизированного оборудования. 200 рабочих мест появились с открытием новой швейной фабрики. Торжественную церемонию запуска предприятия смотрите в этом выпуске. Жизнь в радиоэфире. Работа на радио идет стабильно. В стране отмечают День Всероссийского радио. Как работают чеченские радиовещатели, расскажет наш корреспондент. Новые кровы обрели более 100 семей региона, которые потеряли свои дома при наводнении. Церемония открытия прошла сразу в 2 населенных пунктах. Жилой квартал возведен со всеми условиями для комфортной жизни. Эту радость вместе с новоселами разделил и Рамзан Кадыров. Подробности у Турплали Тайсумова. Месяц назад дождевая стихия унесла дома людей вместе с фундаментом. Спасенные из горных районов люди смогли уберечь только документы. Оставшись без крова, многие впали в отчаяние, ведь у всех семьи с детьми. По незамедлительному поручению главы Чеченской Республики и финансовой поддержки президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны в Гудеремесском муниципалитете построили целые районы из добротных кирпичных домов с ремонтом, мебелью и благоустроенной территорией. Всего 143 дома, 100 из них в Новом Биное. На открытие жилого поселка приехал глава субъекта. С благодарственной речью за решение проблем нуждающихся жителей выступил министр строительства, ЖКХ, топлива и энергетики Муслим Зайпулаев. Мы являемся свидетелями беспрецедентного решения проблемы людей, которые оказались в несчастной ситуации. Уважаемый Рамзан Ахмадович, под вашим личным контролем, по вашему поручению, при непосредственной поддержке регионального общественного фонда на сегодняшний день построено 143 индивидуальных жилых дома для семей, пострадавших от чрезвычайной ситуации. Общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Протяженность инженерной инфраструктуры составляет более 20 километров. Протяженность дорог составляет более 30 километров. На сегодняшний день это один из единственных случаев на территории не только России, наверное, в общем и за пределами России. Нам остается только поблагодарить вас искренне благодарим вас за все, что вы делаете для чеченского народа, для республики, в целом для всех нас. Председатель Совета алимов Республик Северо-Кавказского федерального округа Хожахмед Хаджи Кадыров отметил, что сплоченность народа и власти, а также следование за национальным лидером и позволили добиться такого замечательного результата, приятно обрадовавшего всех без исключения. نيت هدرعون سأل شح بقل ينا دقت إيردع هو بلغ دق إلر هسم يوخنا باخر بوخنا خان يقوش يوش قت دل حوزين درش دل أدم دين يرت بعيش شوز قو هسم ينبوه متح مدقهم دو إيوجري ور ديغ دولش تسحكور تبورش بوله تيقرك تلر هو شنة شين دا مشكلة هرداق دلت سنة ورك ورتابولش صحد يغدرش بول تيقرك تلر هو شبينة كيس دو إدالين أدمشه موه دالين قوم برت بولش حلق ولا ورش ولا كيقول هو أتسنة نزمين يرزن خلق دادغة خلق أنا مخرج كروري دولمة كروري مسوونك تهن إكرين أخوين حوصل ها بخيت بعت مدوحون إذرالني أورغنش غودين شين حتى أقوى دال دولي تردوال مصعي وي مخكدا ترو أتو فندت الهالخنا مسو كيبر يشهم درجة شح دولش
شاي دوغو داقن شاي غابيلن شو بقش عن بول شمول ناخ وحوجي نق دين يرتي لنا والله مدو يجري تورنشك دوتش خلشي بقص ظلهم درخار ويتسرقح بق خل وتهار داله رمضان حج ليل وش بوش بولش بلغت إح هنا ناقوست خيل ديل شاهو التربح عندرش دولينهم نسلوش دودش إنسلوش قرتس قوم برت خيل قام كنت إحوتن خيل بحن دولش ويتهنا نعمتي قاتشة إقال اللي إرقسون شويق مسرقة ويخنب بيش شمدو تهنا ويقع درك ويقون خمسة بح لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بوه دالة قرآن شوح شاشون ذل دول نعمة شيقر دعدقن شو بالي ليسر مدات شا دلش نعمة شخم بشر دولت دال خمبر الويلوين دال بسر در الويلوين دال دقي دي در الويلوين أتخلهم شدات شنورش هرش أدي قش حيوغش يحكنا هو مخك دا داخلنا مخك داخل سعش مقوم داخل سنخ ما شاء الله ما دق ديك دوئي دالت يحيى بيركتي يويل دال إسلوش أسوس مش كباخر خليت ويل قيتي مسوون ويلرديش شعال شويش يزين أهلو عال شويش وين هر قبل نعمة وثيق وين دا داس حوصل يرتشكه داس حوصل قوان شريقي هونشكه هر تايب خيل متقيات صناح وزغل هولش دال هون دال وين دلش نعمة همبر لويل وين دال وي رمضان حجينا متحدويل и وين قيب يركتح سوا قيل. Рамзан Кадыров в своей речи поблагодарил министра Муслима Зайпулаева и всех задействованных сотрудников. Он отметил, что оперативность и всестороннее внимание к пострадавшим позволило завершить работы в максимально короткие сроки. Политик лично контролировал процесс возведения жилья, осматривая все изнутри, чтобы убедиться в качестве. تيشاتي طردان رزان خواندان وقعدانا دقوق هيجدان صنبتا استينادان وقعيوستينا دس شيء أسلوبي يشوعدان خلط إيشلان يعني واتوبور بوالدان دبوش دوستان علم جنادان ويندان تان خلط نيردان بين أبوچان سيس نبوچان قيشا دان زند أبوچان دان وای سامسان ندانه اینو دو اخت دلشند و سان هوسماشینه تان میموسوش هوسماش جول بو دال مود ندان وین دانه خیال خلونش گویتری از دال دان شینده وقتی خوردوش حال دو کردان ایرش بیشتری بیشتران موسو ادم دان گلا دقیقشان موسو گلا دقیقشان دل دان تا مالکت خزده دایت نوین خز نقش حسمش قول بود دال مولا دال دی عبیرت که بیرست مسلمین دقر برکل الله چون که من دینا برکل الله دینا بیوسی حقا قسمه نخواتیم بوا بایتن ولدان В ходе церемонии награждения за оперативное и эффективное решение жилищного вопроса нуждающихся семей отличившиеся сотрудники были отмечены званием «Заслуженный строитель Чеченской Республики». Почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики» Юсупову Анзору Саламбековичу, инженеру дорожного строительства «Мегастрой Инвест», Мусханову Тимирлану Саламуевичу, помощнику генерального директора «Мегастрой Инвест». Награждаются почетным знаком за трудовое отличие Умаров Ибрагим Шараниевич, генеральный директор «Мегастрой Инвест». Зайпулаев Исмаил Халилоевич, старший инженер проектно-технического отдела «Мегастрой Инвест». Альвиев Муса Мовсарович, старший инженер транспортного отдела «Мегастрой Инвест». От регионального фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова руководитель субъекта вручил пострадавшим гражданам документы от домовладений. Это был самый трогательный и приятный момент для всех собравшихся семей. Идаловой Хаве Абдулхасановне, Мазлакову Сулейману Байбитаровичу, Матуеву Ахмеду Саидмагомедовичу,
Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Кадыров зашел в один из домов и лично убедился в качестве созданных условий. Несмотря на оперативность, все сделано на высшем уровне, чтобы летом было прохладно, а зимой тепло. تخن خيلر سن خز قبولش داخ دويل شو دعلات ديش وي مخدين دعلات ديش هو هربول بنش ناخنا دقني عمت لشن شويك قاتش إرس شيء يمرح هرسن ساخل برخت سبولش ضايخ نشنو وي حلخنش غزغل وولش دال كن خمبر لويلشن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما دوق نعمة لويس سأو يشدوش لا يكينك وسمس دبعتي بدانا زناش يلخصوتي مكتبوش تحسزون دايلك هوكا بوناخ ريسوش قال لي قروا بيخ نشقول شرلت اخبرلشبو شوطه اتشرلت اخبرلشبو بقي ناخبو بغنت كيوتش بسن بول ناخبر شيء داغرح يوغا تصادوغا هوك زمان جو يوغبا خوش يش باترش هند الشتير خاتو اريوتش بالا بنا إيشان هسمش قال لي اليولي تحبوت إتدي دالي أعش بالا بنا كيرتشو وسورتسن خز تير خلا دوتش تيبنا أطل خز هسمش وحوجيناش تير داغريحة دائما تير جيرجر ملوشو وان يرتخوشا هند ألش مصو يرتخوشنا قشتويز أط مسارة دير ريز خلون ويمخ خوشا دير ريز خلون دال عال شوي البوخ داغش دقر هون بركل ألا إشت إدش ناغير حدوقون ويرتخوش كريم مخير تاهم اللي سعش أولوش تحيل دائما خير أولوش تحيل دائما. Руководителю субъекта вручили памятный подарок. Это старинное священное писание в благодарность за помощь пострадавшим жителям. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هو هنا قالوا داود فميل ليروش عبد القادر دزن قرآن اشتياز دينسو عبادتي حلهر محل اشتكيجياز دينسو إياز دين شخينا خاشر شعوالي قرآن يحلهر محل كيجياز دين شين شرح ساعة اتسقيت سمقر قادي اشري ضايح نسو ابرت الوجد ابوال بيشقاح يقسو ما شاء الله ما شاء الله دال بيركتيوي دال بيركتيوي В беседе с представителями региональных и федеральных средств массовой информации глава Чеченской Республики рассказал, что он очень доволен проделанной работой и полученными результатами, ведь теперь в новом поселке проживают около 800 человек-переселенцев, которые навсегда забудут о тяготах пережитого. Такой прекрасный поселок за рекордные сроки. Как вообще это удалось? Ожидали ли вы увидеть его таким? И как оцениваете качество? Но если мы сами не верим, то ничего не получится. Да, он верил. Я думал, чуть раньше закончим. Да, погодные условия не позволяли. Наши строители днем и ночью работали. И бюрократической системы у нас нет. И рабочие, да, знают свое дело, знают, в каком беде, да, остались, да, люди, да, после опаления, да. Поэтому, да, мы постарались побыстрее, но чтобы они заселились на новые дома. Качеством довольны, Рамзан Ахматович? Очень доволен. Я сам каждый раз приезжал, наблюдал. И качество, высшее качество. Такой огромный подарок был высоко отмечен президентом России в ходе его недавней встречи с Рамзаном Кадыровым. Владимир Путин выразил слова восхищения за быстрое решение последствий дождевой стихии. Уважаемый Рамзан Ахматович, я посмотрел, как у вас активно идет работа по преодолению последствий стихии.
видел и знаю, как вы работали вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с вашим хорошим знакомым и другом, с министром, который направлен в регион. Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей. И, как я уже просил и по Дагестану, чтобы подходили к оценкам неформально и помогли всем, кто нуждается. Стихийное бедствие застало горные районы субъекта врасплох. Сломанная инфраструктура, подтопленные и разрушенные дома и строения заставили всерьез обеспокоиться. Однако незамедлительное поручение Рамзана Кадырова на оперативное устранение последствий дало хорошие плоды. Седа Вараева переехала в свой новый дом. Когда случилась беда, первой тревогу подняла ее дочка. Она успела предупредить мать, что дом буквально уходит из-под ног. В новом жилье есть все – мебель и необходимые ресурсы, за что семья искренне благодарна в первую очередь за такую оперативность. İşte dokument ardaha işte تعدل خشوت تعدل ديوتشلاتش توسيع دولار تينا وعي غرق اتخمتك ويجر مسرجي تقتق أردل دول شارجر مسرجري بركلدو أيماني نسي منين دال عالش ويلشن كنت ويجلوا رمضان أخماتويتش تان مسرنا تغير مسرجري بركل الله أرسون دال مكشليت دقوا خويل. Элима Зайналабдиева была очень потрясена произошедшим. Первое время было тяжелым, но узнав, что новый дом был так быстро возведен, горечь сменилась счастьем. Делясь впечатлениями, на лице проступали слезы. Но это слезы радости от мыслей, что самое печальное уже позади. На глазах разрушаться диштар, адам اشتقير دل در معري ويقش قاعدة در دا زاوية تون رغش لوشينرنا أتادت تغنيش دينا شاولت إذا تردغش معاي وي باتشالو خاص خصم شي полный условий جو ويشتولش أدمان اشتخير دمي بشتاتر تو دالا خاص غدي وي باتشال خاص غدي دي ريسون تون دا زاو دوين تنوش دا دقوا غويليس بوخش اشتقيريلر وي باتشو خزر غيشلوشي وين ديل غيتم خزر توينز ديك خزش بس دي بين وعدو شتو تميل دول ما اشتاس بساتي غيرتن هم نش تاتنا وعي كان يرجع نقبل جو وين غورجي اق اشتين تر غيشلوش اشتقيهم مش عايش تاتر دل غير شتو تخدي ريس طلول عين لول غبو بيجي خز اشت В этот день рады были все семьи. В беседе с нашей съемочной группой они выражали искреннюю признательность руководству субъекта за то, что их горе оказалось таким недолгим и сменилось счастьем. بعرق شبير نيتو دوق ديتو دالي يشين أستاذ ريز خلتون شا هو دوج هو تخونش كمل دوج أدمتون برك البوخشتو دال مقلحتون برك الله دالي يوخرو إيديك بولخبو تخنتون ضعيف هم بدي شلوش دين هاج أو خبر قيتشل تام راي بتش أراوي على رمزان أحمد بشلال عالشويلي أراوي على سوى اشتهركي كم بيش مصمت وين تعتر دمت كتيرين مصمدين وين مصر والحر شويزة الخخ الأخبار بتنو درس ثلاث صوت سؤال دولم شيخ دولة تون هائرة سون دالت ينو دقن دوش عشدر إسين قتن بيك بيت بيل تانا حويلي شي وقن صحيانا هروان قوش الهسم سون قاتشيو إيمان نسيونا دال ريزل زندال عالش فيلز بقدر شبيخ تاني سوى كي قودن زي سوى أتوب من زي سوى بودن زي متكتاني ميتعياس دنيا نشوح وين ريسبولك حيوان زيش تانا وقيتش عباش عالش قيتش عدوشلوش حيلش حاج سات لديوش لاتشي يوق شرح تايش غلق كذا تعدي قويات تلفون دي أول سيرك قودر سات عني جيت سعوش سيخ أتو بربعنا سحل بتن شحتا وتقول ديل ريز خلصنا تندحر ديان أردول ديانا تقناتك أردول جان تخيل دوش دو دقنش هيز ديانا سرنت نجي هر دقكم دو إزمزكم في الزعر دنيا ميخ لا زعر دقن شتح ديانا دولش در تغلاش دينا
هو سيلون هو خجدنا متح هو خجدنا خصم شكح دولش ددكش شو وقتي دكش دولش دو خزيو غازيو توكيو أربعة أسباب بو يدالي أشيريز هل رمضان حجينا دال غازوت وبالدويل أحمد حجي ديل وزلور ديش اللور هذا تينكو يقول ليش دال غلق دون هو خديك دون خير مدازر دال بين قهية تم دين ديك انتو قر. Причем радость выражали не только взрослые, но и дети, ведь им было тяжелее всех, слезы и боязнь остаться на улице. А еще 43 дома открыли уже в селении Комсомольское. Среди тех, кто получил ключи, семья Зухры Юсуповой. Еще недавно их привычный мир был разрушен стихией. Они остались без крова, но теперь это в прошлом. Юсуповы уже начинают обосновываться в новом доме. Женщина не скрывает эмоций. Поддержка от руководства пришла в самый нужный момент. هتكون هتروق إلو خيجيهم تخيجي تقدرتون وتصلخص وش مش الواقع إن تحصو دير ريز خلقتون. Просторные и светлые комнаты, а главное уверенность в завтрашнем дне. Таких историй здесь много. Это не временное жилье, а полноценные дома. Для людей, потерявших все, такие условия стали настоящим подарком. أي ماني إشت سوسن كان هو دش إشت شين فون دير يو دالي دقيا هيويل دال وين رمضان مسن ولا بتشح وش دال وين لات ويل وين بلش على القناة. Реализация столь масштабного проекта в такие сжатые сроки еще раз подтверждает, что забота о людях – главный приоритет руководства субъекта. Счастливые лица новоселов говорят сами за себя. Теперь каждый день будет только в радость. Рекордный срок строительства подаренного жилья оказался неожиданным для всех пострадавших. Никто из них не оказался один на один с бедой. Благодаря личному вниманию Рамзана Кадырова и поддержке регионального общественного фонда сотни людей сегодня засыпают под собственной крышей. Турпа, Лолита Исумов, Медина Мударова, Магомед Басаев, Сайтымин Мусаев и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Один из крупнейших объектов легкой промышленности Северного Кавказа начал работу в Грозном. Фабрика ВАЦ рассчитана на сотни рабочих мест и оснащена современным оборудованием. Производственный комплекс будет выпускать школьную форму. Чем уникальное предприятие, расскажет Мадина Кураева. Рулоны ткани, современные швейные машины и ровные строчки будущей школьной формы. На этой фабрике все готово к запуску производства. В Грозном открыли крупнейшее швейное предприятие республики – фабрику ВАСТ. На торжественное событие прибыл Рамзан Кадыров. Открывая церемонию, председатель Совета директоров фонда имени шейха Зайда Анвар Усманов отметил значимость этого проекта. Фабрика ВАСТ – это пример того, как идея, основанная на четком видении, профессиональном подходе и системной работе, получает реально промышленное воплощение. Реализация проекта началась в октябре 2024 года, и уже сегодня мы видим результат последовательной и слаженной работы большой команды. Производственная инфраструктура фабрики полностью соответствует современным отраслевым стандартам. На предприятии имеется более 250 единиц технологического оборудования от ведущих производителей. Общая площадь производственных помещений составляет около 3600 квадратных метров. Дополнительно предусмотрены складские комплексы площадью 1700 квадратных метров, что позволяет выстраивать устойчивый и эффективный производственный цикл. Хотелось бы поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за всестороннюю помощь и поддержку, которую получают предприниматели и также все бизнесмены нашего региона. Хотелось бы поблагодарить вас, Рамзан Ахматович, за инвестиционный климат в регионе, чтобы позволять открыть такие проекты такого уровня.
И уверен, что фабрика Вести – это новая точка роста и символ нашего промышленного успеха. Вест – это один из крупнейших объектов легкой промышленности не только в регионе, но и на всем Северном Кавказе. Проект реализован при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Глава республики отметил, что фабрика – значительное преимущество для субъекта, поскольку позволяет создать новые рабочие места. Ekonomiken on navasal dolardan da 200 рабочих мест изван уштурунду вот тиешлу вай фабрик узнаваемый дом ходил была кейс камнаши дом хэтвион ши взаимодействуешь очуд материал ходил до тиешлу дом да диабетивен дерез хэмасана даратубан. После официальных выступлений глава субъекта вместе с руководителем модного дома Фирдаус Айшат Кадыровой перерезали красную ленту. Здесь же почетным гостям сделали экскурсию и подробно рассказали о предприятии. Общая станция четырехэтажная, вместимостью 200 рабочих, плюс 250 усилий позволяет настоящего оборудования. Короткая презентация о территории. Каждое здание позволяет вести до 200 человек за всеми условиями. У нас есть собственная дизельная станция для обеспечения нормального питания, чтобы производство не останавливалось. Далее, это здание столовой, оно позволяет нам вместить до 150 человек единовременно. Далее, производственный корпус, это основной корпус. Здесь у нас 3 этажа площадью 2900 квадратных метров, производственное помещение оборудование следующий производитель швейного оборудования. 4-й этаж оборудован под склад готовой продукции. Склад материалов площадью 1300 квадратных метров. Далее на территории обустроена парковая зона, чтобы персонал мог после работы отдохнуть. Далее мы видим здание администрации, полностью оборудованные офисные помещения для 50 рабочих. Дополнительно территория оборудована другая площадью 400 квадратных метров. Помещений. Предприятие рассчитано на 200 рабочих мест с возможностью расширения штата до 250 сотрудников. В комплексе предусмотрены общежитие, бесплатное горячее питание и зона отдыха. Костюм, школу учить, я шел мало, круг, щёп, шейша, раздел, Лота этажи шоу, оборудование, белый бош, то же самое. Да, диабет, говорит, что да, это было, да, кем столовая. Тоже современное оборудование. За раз 50 слой йод ткани. После уже оформишь халату, шитья, количество формы рассадания. Это еще аппарат здания хвастаться за весь производство сейчас. Да, диабет, говорит. Главное направление фабрики – производство школьной формы. Здесь рассчитывают обеспечить качественной продукцией Чеченскую Республику в будущем в планах выйти на рынок и в другие регионы страны. Производственная площадь предприятия превышает 3500 квадратных метров. Установлено более 250 единиц оборудования, включая автоматический раскроенный комплекс и технику для влажно-тепловой обработки изделий. Здесь установлены десятки единиц современного автоматизированного оборудования. Компьютеризированные швейные машины позволяют выполнять работу быстрее и с высокой точностью, а специальные системы помогают контролировать качество каждой детали. Именно такие технологии сегодня становятся основой современной легкой промышленности и позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию российского производства.
Коллектив предприятий интернациональный. Здесь работают российские специалисты и мастера из стран Евразийского экономического союза и Узбекистана. Свой опыт здесь уже применяет и новый управленческий состав. Директор по производству Екатерина Деревенчук в легкой промышленности более 20 лет. В Грозный она приехала специально для работы на фабрике и признается, условия и оснащение предприятия соответствуют самым современным стандартам. Здесь очень много оборудования, которое современное. Это и машины циклического стежка. Очень много современного оборудования утюжильного. Это пресса, которые для брюк стрелки делают, которые пояса утюжат. То есть здесь сделано все для того, чтобы выпускать качественную, хорошую продукцию. У вас очень хорошо, очень красиво, чисто. И на этой фабрике мне с удовольствием нравится работа. Название фабрики также считается символичным. «Вас» с чеченского языка переводится как «образ», ассоциируется с пользой, делом, созиданием и трудом. И это отражает саму идею предприятия – развивать промышленность, создавать рабочие места и укреплять собственное производство республики. Мадина Кураева, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести, Чеченская Республика». Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов принял участие в официальном открытии новой врачебной амбулатории в станице Калиновской. В ходе визита он осмотрел помещение и положительно оценил соответствие нового объекта современным стандартам оказания медицинской помощи. Здание площадью 480 квадратных метров возведено на месте прежнего и создает лучшие условия работы и повышает комфорт для пациентов. Амбулатория рассчитана на 110 посещений в смену и обслуживает 5376 человек, в том числе 3678 взрослых и 1698 детей. В ее структуре предусмотрено 33 кабинета, включая процедурные и смотровые, а также дневной стационар на 5 коек. В учреждении оказывается первичная медико-санитарная помощь. Прием будут проводить терапевты, педиатры и стоматологи. Традиционно в регионе в преддверии Дня памяти и скорби чеченского народа проходят религиозные и благотворительные мероприятия. Одно из них состоялось в селении Кошкильды, где собрались мюриды шейха Юсупа Хаджи Байбатырова и жители близлежащих населенных пунктов. Продолжит Рамзан Абоев. С полуденного намаза начались религиозные обряды в селении Кашкильды. Мероприятие проходит на месте, где некогда жил шейх Юсуп Хаджи Байбатыров. Здесь по сложившейся традиции проводятся все значимые события. ودو حلال بتشخا وسيلا خونخ راسي تربل هو ويقوم سي أعمل على راس قبل دويلة يستو أنا ويدعوانا دينو شلو يستا إذا قال لحتى خوشكل دحا ديل حوارسي بيما ديسم هلتنا خيستو مول دي شت ووشكتا ساعة دقشة يستا اسوا حوالي دخل مولوجش صاحبول سيسيمي عشان ساعة دا وشترسي يستا ووشكتا وي أعمل على راس قبل دويلة ويقوم أنا أصلاً أصلاً بقى تبين توام تبين عشان أقول حال توام دعبة قدمي حاشتوش شادقي خوش ديش شيء ديل دعاء وقوم دعاء عدل الله دال دعاء لوانو بزيسيل وش دالاز قبل دويل سنة تدخل مروجي إشتا أوكرانيا حوالي دخل مروجي دالاز قبل دويل أيوة زمننا وين يلي شوديك عمل شبيل دوش سنة شادقي بعم دوش ويا مخدا دال شوي شيء ده دقيقش أدمن مل يشتم صدقي لا تشور وقول حال دال يعال شويش صوت وقام دال عاش صوت أوكرانيا ورجي دال عاش بيش دا دي عبرتي دا دنيا إيه الدول
Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби чеченского народа, который отмечается 10 мая. В этот день вспоминают первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также всех жертв многочисленных трагедий. Здесь собрались мюриды шейха Юсупа Хаджи Байбатырова. После совершения намаза верующие прочитали мавлид, восхваляя Аллаха и поминая его посланника. День памяти и скорби чеченского народа – это дань уважения героям, отдавшим жизнь во имя мира и справедливости. Президент Ахмат Хаджи ديلجر وقية بيوخش قستنا ديلريز والآلرسون ويبتش رمزانا ولقي حجرنا يقطع بسانش داخل قهتو خلرنا. В селении Кошкильды и соседних населенных пунктах раздали жертвенное мясо 5 голов крупного рогатого скота. Помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова направлена малоимущим семьям, а также ветеранам и участникам СВО. Завершились обряды совершением дуа. Собравшиеся просили у Господа миров вечного рая для тех, кто дал своей жизни за будущее народа, мир и стабильность на чеченской земле. Рамзан Абуев, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Жители Чеченской Республики льготных категорий могут получить бесплатные путевки в санатории. Право на санаторно-курортное лечение сохраняется за теми, кто не отказывался от социального пакета. В перечень льготников входят инвалиды 1, 2, 3 групп, дети с инвалидностью, ветераны боевых действий и члены семей погибших. Они включают проживание и питание, а при сохранении права на бесплатный проезд государство оплачивает и дорогу. Путевки предоставляются строго по медицинским показаниям и в порядке очереди. Подать заявление можно через государственные услуги или клиентской службе социального фонда. 7 мая отмечают профессиональный праздник тех, чей голос сопровождает нас дома, в пути и на работе. Всероссийский день радио. В Чеченской Республике радио имеет огромную популярность и играет важную роль в формировании общественного сознания. Как отметили свой профессиональный праздник сотрудники ГТРК «Войнах», расскажет Медина Мударова. 7 мая ежегодно отмечается Всероссийский день радио. Памятная дата, посвященная достижениям отечественной науки и труда журналистов этого направления. Ежедневно ведущие 3 телерадиокомпаний доносят до слушателей самые свежие новости. В преддверии праздника глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил труд журналистов ГТРК «Войнах» в стенах ЧГТРК «Грозный». Звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» были присвоены инженеру по радиовещательному оборудованию Хадижат Аслаханова, а также ветерану телерадиокомпании Лизе Умаровой. Благодарственное письмо получил ведущий программы службы радиовещания Усман Шундулаев. И в связи с Днем радио награждаются почетным званием заслуженный журналист Чеченской Республики Аслаханова Хадижат Имрановна, инженер по радиовещательному оборудованию ГТРК «Войнах». Шундулаев Усман Абдулхалимович, ведущий программы филиала Федерального государственного комитета. Для Усмана Шундулаева радио стало делом всей жизни, которому он посвятил 24 года. В эфире он стал для слушателей добрым и узнаваемым собеседником. Усман курирует сразу 3 тематические рубрики, среди которых особое значение имеет исламский блог. Он и сейчас с теплотой вспоминает первые дни работы и понимает, все это было не зря. Работать нравится на радио. Всегда, как говорится, мечтал о радио. Как говорится, моя мечта воплотила жизнь тогда. Но я начал учиться на журналистике с отделения радио. И вот уже 24 года здесь работаю. Хотел бы выразить большую благодарность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за оказанное внимание, за награждение. Как мы знаем, Рамзан Ахматович никогда не оставляет СМИ
без внимания, всегда оказывают всяческую помощь. Радио ГТРК в войнах уже 98 лет не прекращает свою работу. Волна 103,6 FM. Радиовещание включает в себя 5 информационных блока, 3 из которых на чеченском, а 2 на русском языках. В эфир выходят информационные и тематические программы. О войнах не стоит на месте, а развивается с каждым днем. Работа на радио идет стабильно. Конечно же, мы каждый год вводим какие-то новые рубрики. Отрадно, что руководство республики уделяет огромное внимание радио. Как мы и заметили, День радио отмечается в год 4 раза. И глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в год 4 раза поздравляет нас с нашим профессиональным праздником. Конечно, мы этому радуемся, мы ценим. 105,4 FM. На этой волне 24 часа в сутки вещает радио ЧГТРК Грозный. Благодаря их работе слушатели могут узнавать самые оперативные новости, насладиться любимой музыкой, самим участвовать в прямых эфирах и послушать познавательные программы. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиостанцию Грозный. Наши эфирные координаты в 105,4 диапазоне FM. Сегодня до победного конца, то есть до 17:00. С вами в студии микрофона буду уже находиться я. Зовут меня Руслан, фамилия моя Загаев. Ну а радиостанция «Путь» имени Ахмата Хаджикадырова начала свою работу 17 лет назад. За это время она духовно и интеллектуально взрастила целое поколение. Эта станция зародилась в самое непростое и необходимое для чеченского общества время. Вай ислам динахляс передачу хех маш бо цулсова, вай республика хуш бол керлха маш табузит ох цулсов тематический передач хол Впервые грозненская радиостанция вышла в эфир в далеком 1928 году на волне 380 FM. И с тех пор радио прочно вошло в нашу жизнь. Телерадиокомпании Чеченской Республики вещают самую актуальную и полезную информацию. Ежедневно радиослушатели не только знакомятся с последними новостями, но и узнают новое об исламе, нашей культуре и обычаях и традициях. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В рамках исполнения поручений Рамзана Кадырова в Шатойском муниципальном районе продолжаются субботники, в ходе чего сотрудники ОМВД, организаций, учреждений, главы администрации сельских поселений района занимались покосом травы, уборкой сухостоя, побелкой деревьев и покраской газопроводов. Для работы была задействована специальная техника. В преддверии 9 мая в Грозном прошла акция «Огонь памяти». Мероприятие приурочено к предстоящему Дню Победы. Присутствующие зажгли огонь памяти, а также возложили цветы к мемориалу братской могилы. В акции приняли участие представители власти, актив Общероссийского народного фронта и профсоюзов Чеченской Республики. Не только для людей, которые здесь находятся. Вообще это мероприятие имеет, на мой взгляд, важнейшее значение в плане сохранения памяти о подвиге наших отцов, дедов, которые героически сражались на полях сражений во время Отечественной войны, отстояли нашу страну, отстояли наше будущее. Безусловно, это важно и в деле сохранения памяти о наших предках, и в то же время это также важно, чтобы наши ребята, наши сыновья, братья, которые сегодня защищают нашу страну, участвуют в специальной военной операции, чтобы они тоже должны быть уверены, что их подвиг тоже не будет забыт, о них тоже будут помнить и спустя десятилетия. Также в преддверии праздника состоялась акция «Синий платочек». Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о вкладе женщин в победу над фашизмом. Организаторы в лице Союза женщин России отмечают, важно, чтобы подрастающее поколение знало историю своей страны для сохранения памяти предков. Героические деяния солдат Красной Армии спасли наш пронациональный народ от истребления. Завершилась акция автопробегом по улицам Грозного. Мы все знаем, какой это для нас важный праздник, День Победы. Молодые люди, они, конечно, мало, мне кажется, интересуются нашей историей, но важно, чтобы более активно знали историю своего народа, героев нашего народа. Сохранить память павших. Да, сохранить память павших, как соцсети говорит. Но очень много молодежи, которая сегодня в разных и общественных организациях, и патриотических организациях. Я думаю, что и их работа, она тоже будет результативной.
В кинотеатрах продолжается прокат военной драмы «Ангелы Ладоги». Фильм режиссера Александра Кота стал лидером российского кинопроката. Картина переносит зрителя в ноябрь 1941 года в блокадный Ленинград. Группа спортсменов-боеристов на парусных лодках по тонкому льду доставляла боеприпасы и спасала воспитанников детского дома. История о мужестве, самопожертвовании и настоящей дружбе, когда бывшие соперники объединяются ради спасения детей. Не упустите возможность увидеть на большом экране эту пронзительную историю, чтобы прикоснуться к памяти о подвиге предков и почувствовать дыхание великой победы. Подвиги спортсменов-буеристов, и меня поразило, насколько это была опасная ювелирная работа. Картина отлично показывает, как из бывших спортсменов люди превращаются в единый кулак перед лицом общей беды. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.